Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Обмелела одна из самых полноводных рек России – Лена. Уровень воды в ней в районе Якутска понизился на 2,5 метра, что сделало реку в этом районе несудоходной, сообщают средства массовой информации. В последние годы катастрофическая маловодность отмечается и у других сибирских рек, и ученые видят в этом тревожные признаки. Склонны ли в связи с этим драматизировать ситуацию специалисты, которые наблюдают за Леной и другими реками республики круглый год, и каковы истинные причины низкого уровня воды главной водной артерии Якутии, мы узнаем у нашего гостя. Это главный специалист Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Ржаков. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году все СМИ трубят просто о рекордном обмелении рек и в районе Якутска, и на территории всей республики. Насколько это подтверждается именно вашими наблюдениями? Так, по данным гидромета, уровень воды у города Якутска на сегодня составляет минус 167 сантиметров над нулем поста. За сутки уровень воды изменился на 4 сантиметра, поднялся на 4 сантиметра. Это вот наблюдается очень такой небольшой полуметровый паводок, который вышел с реки Алекмы. Да? К сожалению, в ближайшие дни уже, как показывают выше лежащие гидрологические посты, в ближайшие дни рост уровня воды прекратится, уровень воды будет несколько дней стоять без изменений, и дальше опять пойдет на понижение. Такие низкие уровни воды у нас в последний раз наблюдались по многолетним данным в 85 и 69 годах. Почему такие у нас образовались низкие уровни воды? В первую очередь хочется отметить это то, что у нас в эту зиму были очень низкие снегозапасы. Да? По данным гидромета, всего в бассейне Лены снегозапасы были около нормы и ниже ее, да? В том числе и для снегозапасы на территории Верхней Лены. В соответствии с этим в целом прохождение весеннего половодья на реке Лена прошло на низких уровнях воды. Как вы помните, река Лена у города Якутска, она вскрылась на уровне 400-450 сантиметров. Как мы знаем, это выход воды на Зеленый Луг у нас происходит при отметке 500-550. Да? Выхода воды при прохождении весеннего половодья на Зеленый Луг не было. И далее черная вода у нас прошла в июне. Также при отметках 400 сантиметров. И далее уже начиная с конца июня, начала июля уровни воды начали уже понижаться. Они понижались, и уже минимальные отметки достигли 20 августа. На реке Лена минимальный уровень 20 августа составил минус 241 сантиметр. После этого у нас из-за небольшого дождевого паводка мы наблюдаем этот небольшой подъемчик уровня воды, и далее уровень воды далее уже должен понижаться. Такие уровни воды, которые мы сейчас наблюдаем, они характерны обычно для октября-ноября месяца. Да? Но такой минимальный зимний уровень, да, в зиму мы тоже уйдем на очень минимальных уровнях. У нас опять же наблюдался в том же 69 году, и он 2 апреля 69 года составил 345 сантиметров. То есть при отсутствии значительных дождей в выше лежащих участках, это бассейне Алекмы, Витима и с бассейна Верхней Лены, мы можем зимой получить минимальные уровни, это минус 350, минус 400 сантиметров. Среди одной из причин обмеления в том числе является отсутствие дождей, и некоторые специалисты связывают это с лесными пожарами, а именно дым от пожаров просто элементарно разъедает облака, и дождю неоткуда идти.
Существует ли это? Действительно ли это так? Ну, сам по себе вот этот фактор отсутствия дождей, да, оно ведет как бы к снижению уровня воды, и, соответственно, из-за отсутствия дождей сперва возникает как бы высокий класс пожарной опасности леса, да, там 4-й, потом 5-й, и происходит далее уже возгорание лесов. Ну, поэтому отсутствие дождей в первую очередь, конечно же, оно влияет на высокую пожароопасность леса. А незаконная черная вырубка леса? Так, ну этот вопрос надо уже детально изучать нашим институтом научным конкретно для каждого участка бассейна реки. Есть еще такая теория, что вот это обмеление, оно циклично, и примерно раз в 10-15 лет случаются, ну, не критичные, но серьезные снижения уровня воды. Есть ли такое действительность? Можно ли утверждать, что это так? Да, те уровни воды, которые у нас сейчас наблюдаются, они у нас ниже 95% обеспеченности. Ну, это значит, что такие уровни воды, которые мы сейчас наблюдаем под городом Якутском, да, именно в августе, вот на 27 августа, да, на сегодняшнее число, они у нас ниже 95%, то есть это у нас уровни воды, которые встречаются один раз в 30-35 лет. То есть все-таки цикличность есть, но больше срока, Да, 30-35 лет. да, Да? 30-35 лет. Но мелеет не только река Лена и ее притоки, но и другие реки республики. Одинаково ли подвержены вот такой ситуации остальные водные артерии? Ну, да, конечно, у нас сейчас очень низкие уровни воды наблюдаются, ну, на реке Яна, на реке Индигирка, ну, низкие уровни воды, ну, соответственно, и поэтому у нас наблюдаются вот именно проблемы для судоходства. У нас лимитирующие глубины, поэтому доставка для некоторых грузов жизнеобеспечивающих, они вот могут быть под угрозой. Ну вот кроме срыва северного завоза, возможного срыва северного завоза, какие еще могут быть последствия в результате вот этого обмеления для речной фауны, для природы в целом, для народно-хозяйственных нужд нашей республики? Так, ну для основных водопотребителей, в основном по реке Лена, на хозяйственные нужды отбирается порядка 3000 кубов воды в месяц. Да? Это участок реки Лены от Алекмы до впадения Алдана. Да? Около 3000 кубов воды в секунду. Сейчас при этих уровнях воды средний расход воды на реке Лена составляет порядка 5500-6 тысяч кубов в секунду. То есть для основных водопотребителей проблемы вот это обмеление оно не принесет. Основная проблема, это вот, как я говорил выше, это для водного транспорта, да, это лимитирующие глубины, очень малая глубина для судоходства и для рыболовства, наверное, да, для нерестующих рыб. Вот в сентябре, в августе происходит вот нерест, это вот омуля, да, чера. Эта рыба должна подниматься вверх. Конечно, из-за обмеления реки рыба уже в традиционные места обитания уже ей будет трудно попасть. Ну, то есть можно говорить о том, что муниципалитетам и населению городов, расположенных вдоль рек, в принципе, беспокоиться сильно не о чем, то есть воды хватит. Да, воды хватит, но тем не менее опасность, конечно, есть. Это в дальнейшем, возможно, такое вот сильное обмеление, оно приведет уже в 2020 году, да, еще мы не знаем, какой зима будет, какой толщина льда будет, но уже то, что у нас сейчас критические вот такие низкие уровни воды, возможно, они приведут уже в 2020 году к мощным заторам льда. Один из факторов. Ну, понятно, что природе не прикажешь, но все-таки может ли человек что-то сделать, чтобы предотвратить вот такое обмеление? Какие-нибудь меры можно предпринять или нет? Ну, меры, конечно, надо принимать. Это вопрос к науке.
к нашим российским институтам, чтобы они побольше занимались этой проблематикой, потому как основная проблема у нас это вот воды много обычно в последние годы. Мы боремся в основном с заторными явлениями, да, вот, от наводнений в период весеннего половодья и дождевых паводков. К сожалению, обмелением реки в последнее время никто не занимается. Нету научных статей, как это происходит, почему это происходит. Поэтому хотелось бы вот к науке обратиться, что это вот одна из тем для написания научной диссертации уже есть. А есть какой-то опыт международного сотрудничества по этой проблеме, если, в принципе, наши российские ученые пока не могут эту проблему, скажем так, в корне решить? Я на этот вопрос не могу ответить, у меня таких сведений нет. Ну, исходя из вышесказанного, какие прогнозы на ближайшее и долгосрочное будущее у нас? Прогнозы, ну я думаю, с этим вопросом вам лучше надо обратиться в Якутское управление гидрометслужбы. Там есть, работают квалифицированные специалисты, и они вам могут составить ориентировочный прогноз или дать консультацию на сентябрь, октябрь, ноябрь, ну и на предстоящую зиму. Да. Но по тем сведениям, которые у нас на данное время есть, вот в нашем Ленском бассейновом водном управлении, прогнозы неутешительные. Уровни воды будет понижаться. Если у нас, как показывает практика, основное количество стока у нас проходит именно в период открытого русла, да, это в июле, в августе. В сентябре обычно стока уже по сравнению с августом уже в 2 раза меньше. В октябре еще меньше, и вода идет на убыль. Поэтому при отсутствии значительных осадков в сентябре у нас уровни воды будут понижаться, и как я говорил, что уже в декабре, в январе мы можем достигнуть отметки минус 350, минус 400, это под городом Якутска. Александр Николаевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам успеха в вашей работе, Спасибо. а нам всем, ну, пусть больше не будет у нас реки мелеть. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Но о тревожной ситуации с обмелением рек мы говорили сегодня с гостем студии, главным специалистом Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александром Ржаковым. До встречи в эфире.